ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم Перемирие в Аль-Худейбие. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидел сон, который его порадовал. Он собрал своих сподвижников, чтобы рассказать о нем. Пророк увидел во сне, как он вместе с ними посетил запретный дом Каабу в Мекке, взял ключи от нее, а затем они совершили обряды обхода, саи, и некоторые обрили, а другие укоротили свои волосы. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Сподвижники обрадовались тому, что они посетят Каабу, и стали возвеличивать Аллаха. Они очень тосковали по ней. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, позволил людям подготовиться к посещению Каабы для совершения малого паломничества. И сподвижники начали готовиться. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, надел свои лучшие одежды, сел на свою верблюдицу по кличке Аль-Касуа. Он наказал людям не брать никакого оружия, кроме оружия, которое обычно берет всадник, так как они выходили не для сражения или похода, а направлялись для посещения Каабы, для совершения малого паломничества. Достигнув местности Зуль-Хулейфа, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в состояние храма. Вместе с ним это сделали и сподвижники. С собой они взяли жертвенных животных, пометили их, и после этого направились в сторону Каабы. В дороге они произносили: «Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой, нет у тебя сотоварищей. Воистину, хвала и милость принадлежит тебе, и владычество, нет у тебя сотоварищей». Они несколько лет не посещали запретного дома Аллаха и очень соскучились по Каабе. В дороге они получили известие от одного человека из племени Хуза. Он сказал пророку: «Против тебя собрали силы и другие племена, которые намереваются не допустить тебя к запретной мечети». Пророк спросил своих сподвижников: «Не считаете ли вы, что нам следует воевать с ними? Или вы хотите идти к Каабе, минуя их?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил ему: «О посланник Аллаха, Аллаху и его посланнику лучше известно об этом. Однако мы вышли для посещения запретного дома и будем сражаться только с тем, кто преградит нам дорогу к ней». И они продолжили путь. Каждый из них надел одежду паломника и храм. Все сподвижники произносили тальбия, продолжая путь к запретному дому Аллаха. Однако на пути их поджидал Халид ибн Аль-Валид. Его сопровождали 200 всадников. Они намеревались преградить путь мусульманам. Для этого Халид поджидал удобный момент, время совершения молитвы, чтобы напасть на мусульман во время их молитвы. Однако Аллах не спаслал аяты о молитве, если верующим овладел страх. Поэтому сподвижники не оставляли своего оружия даже в молитве. Некоторые из них находились в земном поклоне, но другие оставались стоять. Халид не смог ничего предпринять и вернулся в Мекку, оповещая о приближении Мухаммада.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе со своими сподвижниками направился к запретному дому Аллаха, желая совершить умру, а не с целью сражаться. Все они находились в состоянии храма. Халид ибн Аль-Валид наблюдал за ними. Он заметил, что они направились в Мекку не основным обычным путем. Халид испугался, ведь это может означать нечто плохое, и поспешил к курейшитам, чтобы предостеречь их и сообщить, что Мухаммад выбрал необычный путь движения в Мекку. По дороге верблюдица посланника Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, по кличке Аль-Касва, споткнулась и не захотела идти дальше. Сподвижники стали говорить: «Заупрямилась Аль-Касва». Пророк же ответил: «Клянусь Аллахом, она не заупрямилась, ибо это не в ее характере. Но остановил ее тот, кто остановил слона». В месте, подобном этому, был остановлен слон, которого привел Абраха для разрушения Каабы. Пророк прикрикнул на нее, и она двинулась дальше. Наконец они достигли местности под названием Аль-Худайбия. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, и его сподвижники, пребывающие в храме, остановились. Также вместе с ними были жертвенные животные, подготовленные для заклания ради Аллаха. Они разбили в местности Аль-Худайбия лагерь. В этих краях было мало воды, и людей стала мучить жажда. Поэтому к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, пришли сподвижники, жалуясь, что у людей нет воды, что они умрут от жажды. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, спросил их: «Осталось ли у вас хоть немного воды?» Ему принесли последний бурдюк, наполненный водой. Это была последняя оставшаяся у них вода. Пророк, да благословит его Аллаха приветствует, положил свои благословенные руки в воду, и из бурдюка полилась вода. Люди начали наполнять свои бурдюки, посуду. Напились люди, животные, все. А потом вода перестала течь. Как сказал Аллах: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам». Несколько человек из этой местности, из других племен, вызвались быть посредниками между мусульманами и курейшитами. Одним из них был Будель ибн Уарка из племени Хуза. У него были хорошие отношения с посланником Аллаха и его сподвижниками. Он пришел к пророку, да благословит его Аллаха приветствует, и сказал: «О Мухаммад, ты знаешь, что курейшиты желают сражаться с тобой и преградить тебе дорогу к Каабе». Он хотел, чтобы посланник Аллаха вернулся назад. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, ответил ему: «О Будель, ты видишь, что мы не пришли для сражения, а пришли для совершения умры». Он призвал его посмотреть вокруг, чтобы убедиться, что мусульмане пришли не для сражения. «Курейшитов обессилила война», — продолжил пророк. «Пусть не вмешиваются в наши дела с другими племенами. А если желают, то пусть принимают ислам, как это сделали другие. Если же они откажутся и станут сражаться с нами, то клянусь тем, в чьей длани душа моя, я непременно стану сражаться с ними, пока не погибну. Но я уверен, что Аллах обязательно осуществит то, что ему угодно». Будель вернулся к курейшитам, чтобы сообщить о положении дел. Тогда курейшиты направили другого человека в качестве посредника между ними и посланником Аллаха. Затем отправили третьего, Хулейса, затем Мукриза. Но пророк говорил все те же слова. Затем курейшиты направили человека по имени Урва ибн Масуд ас-Сакафи. Урва пришел к мусульманам и увидел их всех в состоянии храма для совершения умры. Он направился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, и пытался убедить его вернуться. Он сказал: «О Мухаммад, ты станешь убивать своих соплеменников и уничтожишь их. Слышал ли ты, что кто-нибудь из арабов уничтожил всех своих соплеменников, родственников? Если же дело обернется по-другому, то воистину я вижу здесь только сброд из людей, которые разбежится и оставить тебя. Они не будут сражаться, а разбегутся и оставят тебя». Абу Бакр разгневался на него и грубо ответил ему, а затем сказал: «Мы разбежимся и оставим его? Вы забыли битву при Бадре и Ухуд? Неужели мы оставим его?» Урва же каждый раз, желая говорить с посланником Аллаха, дотрагивался до его бороды. Возле посланника Аллаха стоял сподвижник по имени Аль-Мугира ибн Шуба. Каждый раз, когда Урва дотрагивался до бороды пророка, он ударял руку Урвы рукояткой меча. Тогда Урва спросил: «Кто это?» «Это Аль-Мугира ибн Шуба», — ответил пророк. Аль-Мугира был сыном брата Урвы ибн Масуда. Урва вернулся к курейшитам и сказал: «О курейшиты, воистину, мне приходилось бывать у царей, у Хасроя, царя персов, у Негуса, царя в Эфиопии и римского императора, но я не видел ни одного царя, которого бы приближенные почитали так же, как сподвижники почитают Мухаммада. Они готовы сражаться за воду, которая осталась после совершения им омовения. Когда он повелевает им что-либо, они сразу же выполняют это. Заслышав его слова, они понижают свои голоса.
Но я не видел ни одного царя, которого бы приближенные почитали так же, как сподвижники почитают Мухаммада. Затем Урва предложил курейшитам перемирие. Легкомысленные же парни курейшиты, узнав, что племя Курайш может заключить перемирие с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижниками, выразили свое недовольство. Их охватило безрассудство. Они собрали группу из 70 или 80 молодых курейшитов-многобожников и незаметно пробрались, обойдя Мекку, к лагерю пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы сражаться с ним. Их встретил Мухаммад ибн Масляма, да будет доволен им Аллах. Он был предводителем группы, охраняющей пророка и его сподвижников. Увидев тех парней курейшитов, Ибн Масляма взял всех в плен и привел их к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Тогда был ниспослан Аллахом следующий аят. Аллах Великий и Всемогущий удержал две стороны от сражения друг с другом. Положение было напряженным. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники ожидали в одном месте, а курейшиты в другом ждали действий пророка. В эти минуты пророк, да благословит Аллах и приветствует его и его род, решил направить от себя посланника к курейшитам. Он выбрал для этой цели Усмана ибн Аффана. Его родственники находились в Мекке, и они в случае чего защитили бы его. Усман вышел из лагеря и направился в Мекку. Там его встречали неверующие курейшиты и спросили: «Чего ты желаешь, Усман? Что привело тебя к нам?» Он ответил им: «Я посланник пророка Мухаммада, посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я пришел предложить вам перемирие». Когда Усман вошел в Мекку, ему предоставил свою защиту один из многобожников. Он посадил Усмана на коня и сказал: «Если ты желаешь совершить обход вокруг Каабы, то сделай это». «Нет, я не стану совершать обход до посланника Аллаха», — ответил Усман. «Или его совершит посланник Аллаха, или мы все не совершим его», словно говорил он. Усман сидел с курейшитами и вел переговоры. Он был первым послом, направленным пророком к неверующим курейшитам. Усман вел переговоры с курейшитами, а сподвижники ожидали его возвращения. Время шло, а он все не возвращался, обсуждая вопросы перемирия. Между людьми стали распространяться слухи, что Усман убит. Но на самом деле Усман не был убит. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, услышав эти разговоры, сказал: «Клянусь Аллахом, мы не сдвинемся с этого места, пока не сразимся с ними. Разве мусульмане убивали посланников курейшитов? А они позволяют себе это». Слухи все сильнее распространялись между людьми. Посланник Аллаха повелевает сподвижникам дать присягу в том, что они будут сражаться вместе с ним. В этом месте росло дерево после присяги, получившее название Ридван. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился под этим деревом. К нему один за другим подходили сподвижники и давали присягу в том, что будут сражаться до смерти за убийство Усмана, как утверждали слухи, распространившиеся между людьми. И тогда великий и всемогущий Господь ниспослал аят. فأنزل الرب عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, положил одну свою руку на другую и сказал: «Это за Усмана». Салама принес присягу пророку сражаться насмерть трижды. Все желали погибнуть на пути Аллаха. Это была угодная Аллаху клятва, и он ниспослал
прочитанные выше аяты. Однако через какое-то время после присяги к ним вернулся Усман. Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, обрадовались, что Усман жив. Усман же сообщил им о том, что он передал курейшитам послание от пророка и ответ курейшитов. Сподвижники были в ожидании. Племя Курейш было готово принять перемирие. Они не желают сражаться. Курейшиты все еще пребывали в страхе перед посланником Аллаха и его сподвижниками, так как помнили битву при Бадре, битву при Ухуде и сражение Урва. Поэтому они не желали сражаться. Они направили посла, чтобы тот вел переговоры о мире. Они направили Сухейля ибн Амра. Пророк, мир ему и благословение, увидев его издалека, сказал сподвижникам: «Это Сухейль, и сейчас ваше дело облегчилось». «Что у тебя, о Сухейль?» — спросил он. «Я прибыл, чтобы предложить вам перемирие», — ответил Сухейль. Каковы же были условия перемирия? Мусульмане должны вернуться домой в этом году, не входя в Мекку, то есть не совершая малого паломничества, и приехать для паломничества в следующем году, не беря никакого оружия, кроме присущего всаднику. Второе условие было следующим. Любой из тех, кто пожелает заключить союз с Мухаммадом, может сделать это, и любой, кто пожелает заключить союз с курейшитами, тоже может сделать это. Третье. На 10 лет приостанавливаются военные действия. Эти три условия были приемлемы. Но четвертое условие было следующим. Того из курейшитов, кто придет к Мухаммаду без разрешения своего покровителя, будет возвращен курейшитам. А из находящихся с Мухаммадом и пришедших к курейшитам, сбежав от него, ему возвращать не будут. В этом условии была несправедливость по отношению к мусульманам. Но несмотря на это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, согласился. Он также желал перемирия, желал призывать людей к исламу. Пророк повелел записать условия перемирия Али ибн Абу Талибу. Тот написал: «С именем Аллаха милостивого и милосердного». Сухейль же возразил: «Мы не знаем милостивого. Запиши так: с именем Твоим, о Аллах». Тогда пророк повелел Али: «Запиши: с именем Твоим, о Аллах». Дальше пророк повелел записать: «Вот на таких условиях Мухаммад, посланник Аллаха, заключает мир». Али записал это. Сухейль вновь возразил: «Если бы мы точно знали, что ты посланник Аллаха, то не стали бы сражаться с тобой и препятствовать тебе достигнуть Каабы. Запиши: Мухаммад ибн Абдуллах». Али же сказал: «Клянусь Аллахом, я не буду стирать это». Тогда пророк попросил Али показать ему слова посланника Аллаха и стер их собственной рукой. Посмотрите, какова была скромность пророка. В то время, когда они заключали договор, к мусульманам прибыл Абу Джандаль, принявший ислам. Он был сыном того самого Сухейля, который сейчас заключал с пророком перемирие. Он убежал от многобожников в кандалах и стал кричать: «О мусульмане, неужели вы вернете меня к многобожникам, чтобы они отвращали меня от моей религии?» Сухейль, увидев его, сказал: «Возвращение этого человека я требую от тебя прежде всего». Тогда посланник Аллаха сказал: «Но мы еще не записали наше перемирие». Сухейль сказал: «Или вы возвращаете мне этого, то есть его сына, или между нами вообще не будет перемирия». Пророк пытался уговорить его, но тот не соглашался и настаивал на своем. Абу Джандал воскликнул: «О мусульмане, как вы можете соглашаться вернуть меня многобожникам?» И тогда пророк ответил ему: «Терпи, о Абу Джандал, и Аллах укажет тебе и тем слабым, которые находятся вместе с тобой, выход». К нему подбежал Умар, поставил свой меч так, что Абу Джандаль мог бы его взять, и сказал: «Воистину, они многобожники, а мы верующие, и мы одержим победу». Перемирие было заключено. Сухейль вернулся в Мекку и забрал с собой своего сына. Пророк сказал сподвижникам: «Обрейте свои головы и закалывайте своих жертвенных животных. В этом году мы не будем совершать умру». Сердца сподвижников сжались, и их охватила печаль. Никто из них не брил голову, надеясь, что будет ниспослано откровение, или Аллах укажет им выход. Пророк повелел им обрить головы, но никто не сдвинулся с места. Тогда Саляма, его жена, посоветовала ему: «О посланник Аллаха, обрей свою голову, а затем они последуют твоему примеру».
Сподвижники, обрив свои головы, вернулись в Медину. Их охватила печаль и уныние из-за того, что они не совершили обход вокруг Каабы, как было обещано, из-за этого перемирия, которое они считали в некоторых пунктах унижением для них. Умар ибн аль-Хаттаб пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, разве мы не придерживаемся истины, и разве они не заблуждаются?» «Да, это так, о Умар», — ответил ему пророк. «Разве ты не посланник Аллаха?» «Да, конечно, о Умар». Умар констатировал эти истины, а затем он сказал: «О посланник Аллаха, разве наши умершие не в раю, а их не в аду?» «Да, это так», — отвечал ему пророк. Тогда Умар сказал: «Почему же мы довольствуемся унижением нашей религии? Почему мы согласны с унижением, о посланник Аллаха?» Умар был могущественен. Он желал сражаться с ними и желал войти в Мекку даже силой. Поэтому он спросил: «Почему же довольствуемся унижением нашей религии?» Пророк ответил Умару следующими словами: «О Умар, я посланник Аллаха и не ослушиваюсь его. Воистину, Аллах поможет мне». Тогда Умар сказал: «Но разве ты не говорил нам, что мы в этом году приедем к Каабе и совершим обход вокруг нее?» «Сказал ли я тебе, что это будет в этом году?» — спросил его пророк. «Нет», — ответил Умар. Тогда посланник Аллаха сказал: «Воистину, ты придешь к ней и совершишь обход вокруг нее, о Умар». Пророк обещал мусульманам, что они придут к Каабе и совершат обход вокруг нее, но не в этом году. После этого Умар направился к Абу Бакру и задал ему тот же вопрос. Абу Бакр ответил ему так же, как и пророк, мир ему и благословение. После Абу Бакр сказал Умару: «О Умар, держись за стремя посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. То есть, будь таким же, как посланник Аллаха. Если он не повелел сделать что-то и не повелел совершить умру, то не делай и не припирайся». Впоследствии Умар говорил: «Я до сих пор сожалею о заданных мною вопросах посланнику Аллаха и совершаю благие дела, надеясь, что Аллах простит мне те вопросы». Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вместе со сподвижниками вернулись в Медину, Всевышний Аллах ниспослал аяты. То есть этот договор, который внешне казался унижением для мусульман, являлся явной победой мусульман. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Узнав о ниспослании этих аятов, мусульмане обрадовались. Среди них был и Умар. Успокоились их сердца, перемирие Аль-Худайбия станет победой мусульман. Из Мекки в Медину переселились женщины. В пункте договора же было сказано: прибывшего из Мекки к посланнику Аллаха возвращали обратно. Однако это прибыли женщины, и посланник Аллаха не вернул их, сказав: это женщины, а текст договора говорит о мужчинах, это не касается женщин. И пророк принял их в Медине. Великий всемогущий Аллах повелел не возвращать их к неверующим. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Не возвращайте женщин к неверующим, а оставьте их у вас. Именно так и поступил пророк. В Медину к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл мужчина, сбежавший из Мекки по имени Абу Баср. Только он прибыл и попросил защиты у посланника Аллаха, его догнали двое многобожников. Войдя в Медину, они сказали: «О Мухаммад, мы просим тебя вернуть этого». Имея в виду Абу Басыра, пророк отдал его им. «О Аллах, Абу Басыра, мусульманина, отдают двум многобожникам».
Но таков был договор, а пророк никогда не нарушал договор. Он отдал Абу Басыра им. По дороге, когда они втроем возвращались из Мекки, Абу Басыр воспользовался моментом, выхватил меч и убил одного из многобожников. Второй из них убежал и вернулся в Медину. Пророк увидел его и сказал: «Этот человек увидел нечто страшное». Подойдя к посланнику Аллаха, тот многобожник воскликнул: «Твой приятель убил моего спутника, и сейчас он убьет его». Через небольшой промежуток времени до Медины добрался и Абу Басыр. Пророк сказал: «Горе его матери! Если бы с ним были другие люди, он привел бы нас к войне». Абу Басыр вынужден был покинуть Медину, чтобы не ставить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в положении человека, нарушающего договор. Он вышел из Медины и направился в местность, располагаемую между Меккой и Мединой. Вскоре за ним последовал и Абу Джандаль ибн Сухейм. И каждый принимавший ислам человек приезжал не в Медину, а к Абу Басыру. Так собрался целый отряд, и они стали нападать на караваны мекканцев. Так продолжалось до тех пор, пока курейшиты не направили делегацию к посланнику Аллаха с просьбой о том, чтобы удалить этот пункт из договора о перемирии при Аль-Худайбии. Они попросили, чтобы каждого принявшего ислам и убежавшего из Мекки пророк оставлял у себя и не возвращал им. Курейшиты сами пожелали отменить этот пункт из договора. Это было началом победы. Избавившись от вероломства курейшитов, заключив договор о перемирии в Аль-Худайбия, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал направлять послания к правителям на Аравийском полуострове и за его пределами. К правителю каждого большого государства пророк направил послание с призывом принять ислам. До этого сподвижники сообщали ему: «О посланник Аллаха, правители принимают и читают только запечатанные письма». Тогда для пророка был изготовлен перстень, на котором было 3 слова: «Мухаммад, посланник Аллаха». Слова располагались друг над другом: «Мухаммад, посланник Аллаха». Каждое послание, которое он отправлял, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запечатывал этим перстнем. Пророк начал направлять послания правителям. Он направил послание к Нигусу, правителю Эфиопии, к тому, кто принял верующих, переселившихся туда. Это послание он отправил Самрам ибн Умейя ад-Дамри. В этом послании было сказано: «С именем Аллаха Милостивого и Милосердного, от Мухаммада, посланника Аллаха, к Нигусу, правителю Эфиопии». Правителя Эфиопии звали Аль-Асхама. Пророк в этом письме уважительно указывал на место, занимаемое Нигусом, написав: «К Нигусу, правителю Эфиопии». Далее было написано: «Мир тому, кто следует правильным путем. Прими ислам, и ты будешь спасен. Если же ты откажешься, то понесешь на себе бремя греха всех христиан твоего народа». Затем в послании был написан следующий аят. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Что за великое послание? Пророк призывал к единому слову между ними, поклоняться одному лишь Аллаху и не предавать никого ему в сотоварищи. После прочтения этого послания глаза Нигуса заслезились. Он направил пророку письмо о том, что он верует в Аллаха как в Господа, поклоняется Ему одному и свидетельствует, что Мухаммад – посланник Аллаха. Также он сказал: «То, с чем пришел ты, о Мухаммад, и с чем пришел Иса, сын Марьям, имеют одно начало». Также в этом послании было упомянуто, что Нигус проявил гостеприимство к сыну дяди пророка и сподвижникам.
Посланник Аллаха в следующем письме попросил Негуса отправить сподвижников обратно. Негус Аль-Асама отправил их на 2 кораблях и дал им с собой много богатств. Он был одним из лучших людей, уверовавших в посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После этого пророк написал письмо к Мукаукасу, правителю коптов, правителю Египта, с именем Аллаха милостивого и милосердного, от Мухаммада, раба Аллаха и его посланника, Мукаукасу, правителю коптов. Мир тому, кто следует правильным путем. Прими ислам, и ты будешь спасен. Если же ты откажешься, то понесешь на себе бремя грехов всех коптов. А после в послании был написан следующий аят. «О люди Писания, давайте придем к единому слову для нас и для вас». Мукаукас, прочитав это послание с находящимся рядом Дихья Аль-Кальби, сказал: «Клянусь Аллахом, он призывает лишь к благому и запрещает лишь то, в чем есть вред». Я прочел его слова, и они не подобны словам колдунов и не подобны словам прорицателей. Несмотря на то, что правитель Египта не возвестил о принятии ислама, он оказал почет послу пророка Аллаха и направил вместе с ним 2 рабынь, Марию и Сирин, и подарил мулицу. Мария родила пророку сына Ибрахима. Так Мукаукас почтил посла и почтил посланника Аллаха, и только Аллах знает, принял ли правитель Египта ислам или нет. Также пророк направил послание к Хосрою, правителю персов. Он направил его с Абдуллахом ибн Хузафа ас-Сахами. Хосрой, прочитав послание, разгневался, порвал его и бросил на пол, сказав: «Раб из числа моих подданных пишет свое имя прежде моего». Хосрой сильно разгневался и направил послание к своему наместнику в Йемене по имени Базан, сказав: «Направь к Мухаммаду 2 людей, чтобы те привели его ко мне сейчас же». Когда эти 2 мужчины прибыли к пророку, и посланник Аллаха узнал о том, что случилось, он сказал: «Да разорвет Аллах царство Хосроя». Пророк воззвал к Аллаху с этими словами, так как Хосрой разорвал его послание. И в действительности, когда к нему прибыли эти мужчины и объяснили причину своего приезда, пророк сказал им: «Приходите ко мне завтра». Завтра. Он не был разозлен на них и говорил спокойно. Когда же они пришли на следующий день, пророк спросил: «Знаете ли вы, что произошло с Хосроем?» «Нет», — ответили они. «Аллах разорвал его царство», — ответил пророк. «Его убил собственный сын». Хосроя убил сын, чтобы захватить власть. Аллах разгромил царство Хосроя. Также пророк направил послание к Кайсару, Цезарю. Получив послание, правитель Византии спросил: «Есть ли кто-либо из его народа сейчас здесь, в Шаме?» Ему ответили, что здесь находится Абу Суфьян. Тогда он пригласил Абу Суфьяна и начал расспрашивать. Абу Суфьян отвечал только правду. Впоследствии он сказал: «Если бы я не боялся, что мои люди уличат меня во лжи, то обязательно бы солгал». Ложь была у них непристойна. Кайсар задал ему вопросы. Он спросил: «Является ли Мухаммад благородного происхождения?» «Да», — ответил Абу Суфьян. Тогда правитель спросил: «Был ли один из его отцов правителем?» «Нет». «Уличали ли вы когда-нибудь его во лжи?» «Нет». «Следуют за ним простые люди или знатные?» «Простые». «Увеличивается ли их число или убавляется?» «Увеличивается». «А оставляет ли кто-либо из них эту религию из-за недовольства ею?» «Нет». Он начал расспрашивать его. Эти вопросы Кайсар задал Абу Суфьяну. Таковы были пророки. Они имели благородное происхождение, за ними следовали простые люди. Никто не оставлял религию из-за недовольства ею, так как вера вошла в сердца. Абу Суфьян отвечал на его вопросы, и Кайсар в итоге сказал: «Если ты говоришь правду, это значит, что он обязательно овладеет тем, что принадлежит сейчас мне. Если бы я встретился с ним, то непременно омыл бы ему ноги». На собрании стало шумно, и поднялся крик людей. Абу Суфьян же вышел и сказал: «Мухаммад стал важным человеком». Так пророк начал отправлять послания правителям. Он отправил их к правителю Бахрейна, Омана и других стран, чтобы довести до них ясный довод от Аллаха. Компания iMedia выражает благодарность кувейтскому спутниковому каналу Аль-Ватан.